Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке физики, в начале которого хочу узнать у вас, любите ли вы разгадывать кроссворды. Надеюсь, что многие из вас ответили утвердительно. Начать наш сегодняшний урок я предлагаю с разгадывания кроссворда, но не обычного, а с фрагментами. Он будет совсем небольшим и поможет нам узнать тему сегодняшнего урока. Вы видите, на экране появляются фрагменты, иллюстрации. Вам необходимо вписать слова, обозначающие названия фрагментов, в соответствующие номерам изображений строки. Проверяем. Символ номер 1 является условным знаком звонка на электрической схеме. Номер 2 – это реостат. Номер 3 – условное обозначение выключателя. Не сомневаюсь, что вы легко справились с заданием под номером 4, ведь здесь мы видим портрет Алессандро Вольта. Обозначения, показанные под номером 5, напоминают нам о том, что каждая точка электрического поля имеет свой потенциал. Номер 6 – это лампа. Формула номер 7 помогает рассчитать разность потенциалов или напряжения. Значком номер 8 принято обозначать на схемах конденсатор. Буквой Q в электродинамике обозначают электрический заряд. Видите, мы очень легко справились с кроссвордом и теперь можем записать в рабочую тетрадь тему урока. Догадались? Конечно, тема урока звучит так: напряжение, вольтметр. Сегодня на уроке мы продолжим изучение характеристик электрического тока. Узнаем, с помощью какого прибора измеряют напряжение в электрических цепях. Выясним, как устроен вольтметр и как его включают в цепь. Выучим правила безопасности работы с электрическими цепями и будем решать задачи. Мы знаем, что электрический ток возникает тогда, когда на свободные заряженные частицы действует электрическое поле. Мы уже говорили, что между точками в электрическом поле существует разность потенциалов или напряжения. Эта величина показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении заряда из одной точки в другую. Как вы помните, электрическое поле в электрической цепи создает источник тока. Это электрическое поле действует на движущиеся заряды и совершает работу. Работа источника тока характеризуется напряжением. Чем оно больше, тем большую работу совершает источник. Давайте посмотрим видеофрагмент и убедимся в этом утверждении. Вы видите на экране две электрические цепи. Одна из цепей состоит из лампы от карманного фонаря. В качестве источника тока используется гальванический элемент. Во втором случае лампа накаливания включена в осветительную сеть. Обратите внимание, что сила тока, которую показывают амперметры, включенные в ту и другую цепи, одинакова. Значит, за одно и то же время в цепи протекает одинаковый заряд. Но работа в цепях совершается разная, ведь очевидно, что лампа накаливания светит ярче и тепла выделяет больше, чем лампа от фонарика. Это и понятно, поскольку напряжение осветительной цепи больше, чем то, что создается между полюсами гальванического элемента. Для электрической цепи определение напряжения можно сформулировать так. Напряжение – это физическая величина, равная отношению работы электрического поля по перемещению заряда на участке цепи к значению этого заряда.
Вы, конечно, помните, что напряжение в системе интернациональной измеряется в вольтах. Для измерения напряжения используют прибор, который называется вольтметр. Изображение прибора и его условное обозначение вы видите на экране. В основе принципа действия прибора лежит электромагнитное действие тока. Для того, чтобы прибор не влиял на параметры электрической цепи, вольтметр устроен так, чтобы через него протекал минимальный ток. Как и амперметры, вольтметры бывают предназначены для цепей постоянного и переменного тока. На прошлом уроке мы уже познакомились с символами, обозначающими данные отличия, и вы легко разберетесь, для какого типа электрических цепей предназначен каждый из вольтметров на экране. Подумайте. А теперь проверьте. Давайте познакомимся с правилами подключения вольтметра в электрическую цепь. В отличие от амперметра, который включается в разрыв цепи последовательно, вольтметр включают в цепь параллельно. Включая вольтметр в цепь, необходимо соблюдать полярность. Провод, который идет от плюса источника тока, необходимо присоединить к клемме вольтметра со значком плюс. Провод, который идет от минуса источника тока, необходимо присоединить к клемме вольтметра со знаком минус. Сборку электрической цепи лучше начинать со всех элементов, кроме вольтметра, а его уже подключать самым последним. Давайте проведем небольшой виртуальный эксперимент и научимся измерять напряжение на различных участках цепи. Поможет нам видеоролик. Внимательно следите за ходом эксперимента, ребята, и постарайтесь определить напряжение каждого участка цепи и полное ее напряжение. Результаты эксперимента записывайте в рабочей тетради следующим образом. У со значком L напряжение на лампе, У со значком Z напряжение на звонке, У без значка полное напряжение цепи. Обратите внимание на то, что цена деления у данного вольтметра составляет 0,2 вольт. Приступаем к работе. А теперь проверим, верно ли вы выполнили вычисления. Напряжение на лампе было равным 2,4 вольта. Напряжение на звонке также составило 2,4 вольта. Напряжение на источнике тока равно 4,8 вольта. Обратите внимание, что приборы в нашем эксперименте были соединены последовательно. Значит, можно сделать вывод о том, что при последовательном соединении полное напряжение цепи равно сумме напряжений на отдельных участках. Запомните этот вывод, ребята. Напряжения различных источников тока значительно отличаются. Рассмотрите примеры источников тока и напряжение, характерное для них. Обратите внимание на то, что источники электрического напряжения, встречающиеся в природе, по своему значению напряжения могут превышать искусственные. Запомните, напряжение выше 36 вольт опасно для человека, а в помещениях с повышенной опасностью, например, во влажных, напряжение, безопасное для человека, не превышает 12 вольт. Существует много знаков, предупреждающих о высоком напряжении. На экране вы видите некоторые из них. Необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при обращении с электрическими приборами. Вот эти правила.
Перед началом эксплуатации любого электрического прибора необходимо внимательно изучить инструкцию и соблюдать ее в точности. Необходимо обходить обвисшие линии электропередач, ни в коем случае к ним не прикасаться и не подходить к трансформаторным установкам. Запрещается включать в одну розетку одновременно несколько мощных электроприборов. Касаться проводов и электрооборудования влажными руками или находясь на влажном полу. Использовать приборы не по их техническому назначению. Перегибать кабели оборудования, чтобы не повредить изоляцию. Нельзя проверять наличие электроэнергии в кабелях голыми руками и касаться оголенных проводов. Категорически запрещено использовать неисправные розетки, включатели и удлинители. Запрещено оставлять без присмотра на длительный период времени бытовые приборы. При замене осветительных приборов все работы проводят строго сухими руками и стоя на сухой поверхности. В случае возгорания электрического прибора необходимо отключить автомат или рубильник. Ни в коем случае нельзя пытаться выдернуть шнур из розетки. При проведении ремонта электрооборудования или электрической проводки необходимо полностью обесточить всю сеть. Как настоящие эксперты по безопасности, проверьте, все ли правила эксплуатации электрических приборов у вас дома выполняются. Только не забудьте сами выполнять эти правила. А теперь вычислите, какой заряд прошел через проводник, если при напряжении 36 вольт электрическое поле выполнило работу 72 джоуля. В дано запишем U равно 36 вольт, А равно 72 джоуля. Из формулы для напряжения работа, деленная на заряд, выразим формулу для нахождения заряда. Заряд находится как отношение работы к напряжению. Разделим 72 на 36, получим 2 кулона. Итак, заряд, прошедший через проводник, равен 2 кулонам. А теперь определите, какую работу совершит ток силой 3 ампера за 10 минут при напряжении в цепи 15 вольт. Запишите краткое условие задачи, не забудьте перевести минуты в секунды. Из формулы для напряжения выразим формулу для работы. А равно произведению заряда на напряжение. Из формулы для силы тока И равное Q, деленное на T, выразим формулу для заряда. Заряд равен произведению силы тока на время. Подставим формулу заряда в формулу работы и получим новую формулу для вычисления работы, которая записывается как произведение силы тока, напряжения и времени прохождения тока в цепи. Вычислим работу. Она равна 27 тысячам джоулей или 27 килоджоулям. Теперь попробуйте решить похожую задачу самостоятельно. Чему равно напряжение на участке цепи, на котором при силе тока 2 ампера за 20 секунд была совершена работа 800 джоулей. Вспомните, как мы решаем задачи. Начните с записи краткого условия. Проверьте, все ли величины, данные в задаче, выражены в единицах Си. Запишите формулу для вычисления напряжения. Посмотрите, все ли величины даны нам в условии. Подумайте, какие величины могут помочь нам найти заряд, прошедший через проводник.
Найдите нужное нам соотношение величин и выразите рабочую формулу. Проверьте, что у вас получилось. Выполним вычисления. Итак, напряжение на участке цепи равно 20 вольтам. На рисунке показана цепь, в которой ток в лампочке измеряется с помощью амперметра. Вольтметр подключается в цепь так, как показано на рисунке. Амперметр показывает 0,3 ампера, а вольтметр 4,5 вольт. Ответьте, что покажут приборы при нажатии на выключатель. Догадались? При нажатии на выключатель лампочка будет выключена из цепи, то есть по ней перестанет проходить электрический ток, поэтому амперметр покажет 0. Вольтметр измеряет напряжение между полюсами источника, а выключение лампочки на это напряжение никак не влияет, поэтому вольтметр по-прежнему будет показывать 4,5 вольт. Рассмотрите схему электрической цепи и найдите ошибки. Перечертите в рабочую тетрадь схему правильно. Справились? Уверена, что да, ведь на схеме неверно подключены приборы для измерения силы тока и напряжения. Вольтметр необходимо подключать в цепь параллельно, а амперметр последовательно. Вот так. Теперь схема верная. Давайте сравним напряжение на двух участках цепи. Если известно, что при прохождении по одному из них заряда 100 кулон была совершена такая же работа, как при перемещении по второму участку заряда 600 кулон. В кратком условии задачи запишем: Q1 равно 100 кулон, Q2 600 кулон. По условию задачи работа, совершенная на обоих участках цепи, одинаковая, то есть А1 равно А2. Найдем отношение напряжений на этих участках. Приступим к решению задачи. Формула работы на первом участке записывается как А1 равно Q1 U1. Соответственно, на втором работа находится по формуле А2 равно Q2 U2. Найдем из данного выражения отношение напряжения на первом участке к напряжению на втором участке. Получим рабочую формулу. U1 относится к U2, как Q2 относится к Q1. Подставим в эту формулу значение зарядов и разделим 600 кулон на 100. Получим отношение U1 к U2 равно 6, то есть напряжение на первом участке в 6 раз больше, чем на втором. Мы ответили на вопрос задачи. Задача решена. Сформулируем самые важные положения сегодняшнего урока. Напряжение – это физическая величина, которая показывает, какую работу совершает электрическое поле источника тока при перемещении единичного заряда вдоль участка электрической цепи. Напряжение находится по формуле U равно А, деленное на Q, и измеряется в вольтах. Прибор для измерения напряжения вольтметр включают в цепь параллельно с проводником, на котором необходимо измерить напряжение. Напряжение на участке цепи
состоящем из последовательно соединенных проводников, равно сумме напряжений на этих проводниках. А теперь оцените свое отношение к уроку и ваши личные достижения во время него. Вам многое было непонятно сегодня, и вы чувствуете, что электрическая цепь, ведущая к новым знаниям, осталась разомкнутой? Не расстраивайтесь. Немного старательности в самоподготовке и чуть больше внимания на уроках, и все станет ясным и интересным. У вас есть вопросы, но вы чувствуете, как напряжение на источнике ваших знаний растет? Хорошо, только не расслабляйтесь, а проявите еще больше усердия. Тема кажется вам легкой и понятной, а напряжение вашего источника тока настолько велико, что вы можете помочь своим друзьям. Удачи вам, ребята! Ведь помогая другим, мы еще успешнее учимся сами. На сегодня все. Мы много работали и заслужили перемену. Урок окончен. До следующего урока.